Впервые Выльгард упомянут в Песцовой книге в 1586 году. Деревня Алексеевская, что был написан погост Выльгард, 2 двора. По соседству с деревней Алексеевской Выльгардом располагались еще 6 деревень: Петровская, Васильевская, Матвеевская, Сидоровская, Максимовская и Афанасьевская. Во второй половине 17 века все они слились в одно поселение – Выльгард. В переводе с коми «Выльгард» – «новый дом». Так часто называли новые деревни в коми-крае. В Выльгарде первыми жителями были люди, которые переселились сюда из села Шошки. Почему люди селились именно здесь? Потому что, в общем-то, рядышком протекала река Сысола. Это по прошествию потом столетий река изменила свое русло и стала течь на много километров дальше, чем село Выльгард. Первые дома как раз располагались близ реки, на берегу реки Сысола. Это было, где сейчас находится шоссе Сысольское, вот в этом районе. Вообще первые фамилии жителей села Выльгард – это Кузевановы, Худяевы, Мальцевы, Чеусовы, Налимовы. Некоторые выльгардцы впоследствии, обнищав, переселились в сибирские города или ушли кормиться Христовым именем, а куды – про то неведомо. В 1693 году в Выльгарде была построена Сретенская церковь. Здесь появились дворы церковнослужителей. К этому времени возле Выльгарда возникло несколько новых деревень, получивших названия главным образом по фамилиям их первопоселенцев – Плесниновская, Лыткиновская, Кузьвасевская. Постепенно все деревни, расположенные возле Выльгарда, объединились с ним в один населенный пункт. В 1846 году в селе открылась церковно-приходская школа, а в 1947 году построили каменную церковь. В 1859 году в селе было 220 дворов и 1420 человек жителей. Здесь имелось 2 церкви. По числу жителей Выльгард уступал лишь городам Усть-Сысольску и Яринску. В 1870 году открылось Выльгардское мужское земское училище, а в 1997 году женское земское училище. В декабре 1995 года выльгардцы обратились к уездным властям с просьбой об открытии в селе народной библиотеки-читальни. В 1913 году построено здание начальной школы по проекту Альберти и Александра Викентьевича Холопова. Сейчас это памятник архитектуры, охраняется государством. В нем находится музей истории села. В годы гражданской войны село занимали войска белых. Именно в Выльгарде, деревне Дав, выросла Домна Каликова, революционерка и противник белого движения. Ее именем сейчас в селе названа главная улица. Накануне Октябрьской революции она уезжает в Петербург, там она устроилась на ткацкую фабрику работать. И после свержения царизма вместе с рабочими ткацкой фабрики она участвует в демонстрациях против Временного правительства. Когда на территории коми-края вспыхнула гражданская война, она добровольно вступает в отряды Красной армии и вскоре становится разведчицей. В декабре 1919 года ей поручается выполнить очень важное задание. Ее отправляют к белогвардейцам, и тут она попадает в их руки. Враги, так ничего не добившись, расстреляли ее 28 декабря 1919 года на льду реки Вычегда, близ Помоздина. В 1929 году Выльгард стал центром Сыктывдинского района. В 1930-м в Выльгардский сельский совет входила 21 деревня. Некоторые до сих пор у многих на слуху. Это остановки автобуса: Дав, Сорма, Худяева, Ляпыд. В 1940 году была организована фабрика валеной обуви. Она работает до сих пор.
В 1964-м пущена в строй птицефабрика Сыктывкарская. В 1966 году началось строительство нового комплекса сельхозтехникума. Его первая очередь вошла в строй в 1972 году. 19 ноября 1991 года в Ильгарт вошли деревни Йоляты и Пичепашня. В Ильгарте находятся 2 среднеобразовательных школы, Дом народных ремесел Зары, детская музыкальная школа имени Семена Ивановича Налимова. Ильгарт условно может быть разделен на основную часть и на поселок при птицефабрике, также в народе называемый Пичепашней. Сегодня Ильгарт прирастает новыми районами, например, коттеджными поселками 13-й километр и Сосновый берег. В Ильгарте расположен один из крупнейших в России лыжных комплексов, названный в честь многократной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Лыжный стадион построен в 1977 году. В Ильгарте существует первая в истории Коми республиканская конно-спортивная школа. Основная порода – племенные чистопородные русские тракены. Уроженцами села являются Василий Петрович Налимов, ученый-этнограф. Уникальный ученый, который еще на заре XX века выдвигал очень любопытные идеи относительно того, что все в мире взаимосвязано. В частности, его перу принадлежит такая мысль, к примеру, что существует связь между миром наших мыслей, между миром наших слов и миром физическим. В частности, он зафиксировал в традиционной культуре коми-зырян и коми-пермяков вот такие мысли по этому поводу. Ссоры, дрязги, ругань влияют на тот мир, в котором мы живем. Они разрушают его. Красота этого мира меркнет. Калистрат Фалалевич Жаков, этнограф, писатель, философ-идеалист, основоположник школы лимитизма. Во многом она близка кантовским построениям и даже находит некое отражение в современных естественно-научных исследованиях, поскольку существует сегодня вот такая интересная теория, что все в нашем мире, в котором мы с вами живем, произошло от одной маленькой точечки, именуемой Большой взрыв, да, затем самоорганизация химическая, физическая, и вот те белковые тела, та самоорганизация нашего мира, которая сложилась на сегодняшний момент, все происходит из одной некой силы. И эту силу или источник вот этого развития Жаков назвал первопотенциал. Поэтому в его теории дух, вселенная, материя, все взаимосвязано, вот этот эволюционный ряд продолжается. И по сути разум человека, как и в гегелевской концепции, он, этот первопотенциал или эта божественная сила, и на бытие наделяет нас разумом, чтобы мы поняли, да, смысл жизни, смысл бытия, устройство мира созерцания. Известность получили его очерки «На север в поисках за Памом Бурмортом» и автобиографическая повесть «Сквозь строй жизни». Его перу принадлежит и эпическая поэма «Биармия». Семен Иванович Налимов – выдающийся мастер по изготовлению музыкальных инструментов. На его инструментах играл первый в России оркестр русских народных инструментов. Для оркестра Андреева Налимов изготовил огромное число инструментов. Это, во-первых, первый комплект – 16 оркестровых инструментов, русских народных инструментов. А так за свою жизнь Семен Иванович Налимов изготовил около 300 домр и балалаек. Также он усовершенствовал гусли. И его инструменты поистине являются уникальными. Вообще они уникальны по красоте звучания, они уникальны по форме. И вот до сих пор его инструменты являются эталоном. Сейчас инструменты Семена Ивановича Налимова находятся в руках профессионалов, а также в крупных музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Общественный деятель Дмитрий Яковлевич Попов, депутат Царской Думы, духовный отец Коми автономии.
поэт и краевед Алексей Александрович Чеусов. Герой Советского Союза Николай Васильевич Оплеснин. В конце сентября 1941 года Николай Оплеснин блестяще выполнил сложную задачу, провел разведку в деревне реки Ямна, трижды переплыв под огнем противника реку Волхов, вывел дивизию из вражеского окружения. Вообще он один из воинов, вернее, один из первых воинов Волховского фронта, которому было присвоено столь высокое звание. А погиб герой в 1942 году в боях под Ленинградом. Его могила в городе Чудово Новгородской области. И одна из улиц носит в селе Выльгард имя Николая Васильевича Оплеснина. Есть улица в городе Сыктывкар, в городе Ухта и в городе Чудово. Федоров Олег Петрович, русский художник-живописец. В настоящее время руководитель выставочного зала «Ходынка» города Москва. Его картины находятся во многих музеях искусств России, в том числе в частных коллекциях известных в стране людей. Одним словом, Выльгард знаменит своими людьми даже поболее, чем Уссурийск. Чем объяснить этот феномен? Похоже, это будет темой следующих передач.